Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Достар, тугандар, хәлләр, мәлләр. Короче, монда TikTok, монда YouTube, как обычно. Бүген буламы, юкмы, кеше белмим. YouTube белән нәрсә происходит, Telegram белән нәрсә происходит, аңлап булмый. Короче, бөтен нәрсәне кистеләр инде. Шулай. Даже уже этот что-то желание отпало чыгарга этот эфирга, понимаете? Как-то так. Тема эфира юганда у меня, как обычно, как говорится, я не ставлю, когда в такой непонятной ситуации выхожу из темы. Ну, выхожу чисто просто, чтобы как-то хотя бы, так сказать, напомнить о том, что эфиры будут, иншаллах, аудитория будет и так далее. О, Мухаммад, привет, салам алейкум. Вот, ну, вроде бы кто-то тут говорит, завтра конец Рамадана. Потом я уточнил, там, Германия написал, вроде в 5-го, 20-го, что-то непонятно, когда этот Рамадан. Странные какие-то, меняют время. Вроде бы договаривались 20-го, вроде бы, так везде у меня написано 20-го. Когда конец уразы, непонятно. Ну, Аллах шукр, днем позже, днем раньше, как говорится, этот, главное, пусть будет позже, чем, как говорится, мы не передержим. Да, лучше передержать, чем не додержать. Шундыхаль, темы эфира нету, я чисто просто вышел, так, думаю, сделать надо эфир. Хотел внизу сделать, потом я вот напарнику сказал, я говорю, давай я здесь посижу, короче, эфир поделаю туда-сюда. Он говорит, ладно, говорит, давай, короче, мы тоже вместе намаз почитали с ним. Я стал намаз читать, он говорит, я выхожу, мне тоже надо почитать. И потом мы ему тоже тут, как-то он замутил, свои вещи постелил, короче, постелил и почитали намаз, короче, я сам, короче, вот так почитали уж, потому что я уже, как бы, вечерний намаз прочитал и делал этот, уже таравих, короче, я таравих сделал, а он, как бы, прочитал чисто вот эти вечерние какие-то, и потом пошел гулять, короче. Я думаю, внизу я не буду, здесь буду делать эфир. Потому что внизу шумно, я себя не слышу, здесь хоть тишина, приятно, комната огромная, как говорится, люкс, да? Вот так. Плохо слышно, да? Не знаю, а что так плохо слышно? Нет, микрофон, все открыто у меня, все открыто. Плохо слышно, да? Ну, далеко, может. А в Ютубе меня слышно хорошо? Шипит? Вот на зарядке, поэтому шипит. Сейчас я вытащу с зарядки. Все понял. А теперь как? Все, я вытащил, а то я на зарядке этот держу. Ладно, дома же я не буду. Сейчас, да, лучше? Все, спасибо. Да, этот, поговорим. Good? О, thank you. Вот так вот. Ну, чуть-чуть я себе позакидывал, конечно, кое-какие вещи. Начнем с этого, конечно, самое интересное. Послушаем давайте с этого, как вот тут кто-то мне закинул, я не знаю, кто это мне отправил. А я братан один отправил, точно. Я его сюда перекинул, скачал я это видео от группы «Кровавая барыня». Короче, как здесь, ну, во время Рамадана, как раз таки не узнал. Да, Гамарджуба, я узнал, конечно, я же вижу этот. Вот как раз таки вот братан один отправил этот «Кровавую барыню». Послушаем, что преподают в школе, я не понял где, в Рашке, получается, чем нужно заниматься, учат детей, короче, салам алейкум, да, салам алейкум. Валейкум ассалам, учат, чем заниматься. В Ютубе, прикиньте, вот один брат только вышел, дагестанец, и все, нету в Ютубе, нет людей. Вообще, Ютуб не фурычит у меня, я не знаю почему. Ну ладно, пусть запись идет, час в этом Ютубе посижу, потом на другой Ютуб перейду. Блокировку Ютуба, интернета, я не знаю, людей нету. Если только с Европы кто-нибудь не сядет. Давайте прослушаем, вот о чем тут говорится, 39 секунд. Включаю. Давайте по факту скажу. В армии, если мальчик хочет чпокаться, он берет и рочит. Ну, чтобы тебе попонятнее было. Но никогда он не станет присоседиваться к своему братану. Это просто будет западло. Ну, просто чтобы у тебя понимание. Слушай, друже, я тебе на это так отвечу. Нет, ну, ты не путай русских
И ту сторону, против кого мы стоим. Мы немножко разные люди, но... Сейчас попробуем фильм запустить, пока... Ну, вы поняли. Тут где-то в школе или студентам, или где-то там учат, короче, чтобы заднеприводными не быть, получается, россиянам, а можно только дрочить. И говорят только дрочить. Драчуны, да, вот комментарии пишут. Вот, говорят, чтобы россияне должны дрочить, но в очко не долбиться. Ну, я, конечно, что-то видел постоянно в Москве, когда натыкался на этих очкодолбежников, постоянно они крутятся почему-то в Москве. Эпштейн, ваш любимый Эпштейн, глава Курской области или там Белгородской области. Эпштейн, который тоже в очко долбился одним этим огромным булдыжником, ему долбили в очко. Ну, короче говоря, в армии, получается, значит, вы дрочите, а мы все-таки все равно будем долбиться в очко. Как-то так. Поэтому, получается, тоже разделяется на несколько лагерей. Есть, короче, долбежники в очко, а есть драчуны, короче. Но вы дрочите. Так что имейте в виду. Вас так и так жизнь дрочит в России, а вы еще дрочите себя еще добавок. Прикиньте. Как говорится, вот как-то вот так учат вас в университетах или в школах, надеюсь, не в школе это. Вот так вот. И тут видосик мне скинули насчет мессенджера Телега, это не Телеграм. Давайте тоже послушаем. Вот закидывали мне Мессенджер сегодня. Телега. Что это? Телеграм начали замедлять, а по факту блокировать. И как всегда в таких историях появляется якобы удобная замена. Мы оригинал сломали, но вот он почти такой же, только работает. Сразу важное, это не новый мессенджер. Это такая надстройка на Телеграм. То есть между вами и Телеграм появляется еще одно звено. И это звено видит все. Да, там звонки работают без VPN. Это наебалово. Это тот же Макс, но под видом почему-то какого-то другого мессенджера. Но они Хотя любят так. по сути, по факту, да, это тот же ебаный Макс. Поэтому опасно. Почему это опасно? Коротко по пунктам. Первое. Человек посередине. Любой альтернативный клиент получает доступ к вашим данным. Вводите номер, код, читаете, пишете, отправляете файлы. Все проходит через приложение третьей стороны. Второе. Доступ к перепискам на медиа. Не теоретически, а фактически. Сообщения, фото, видео, документы, контакты, метаданные. Это прямо прописано в правилах телеги, и вы под ним подписываетесь. Третье. Особый риск для админов. Если у вас есть права администратора каналов или чатов, вы даете не только личную переписку, но и доступ к управлению аудиториями. Большой красный флаг. Четвертое. Российская юрисдикция. Телегу делает российская компания, а значит данные живут под российскими законами и запросами. Значит по щелчку они будут у ментов. Пятое. Связи ВКонтакте. Звонки проходят через ВК Calls. Хозяева телеги работали в ВКонтакте уже во времена младшего Кириенко. А доверять ВК? Ну, это смешно сейчас. В ходе мессенджера были найдены ссылки на инфраструктуру ВК-Гру. Среди них прокси-адрес. Но позже также выяснилось, что все звонки проходят, внимание, через инфраструктуру одноклассников. В файлах мессенджера фигурирует их домен. Шестое. В России нельзя работать, если ваши сервера не в стране. Ответ правильно. Сервера и все ваши данные в России и под присмотром тех же самых ментов. И главное, удивительно, работает без VPN, когда Telegram блокирует. Ответ прост. Собственные прокси. Им можно. А кому у нас можно? Своим. Тем, кто сольет вас по первому поводу. Ставьте VPN и не ставьте телегу. Поняли, да? Короче говоря, мне вчера скидывал один друг Телеграм, потом я скинул это друзьям туда-сюда, и мне резко вот один из них написал: не вздумай скачивать, и мне прислали вот ответ. Поэтому вам тоже желаю также, чтобы в России, если вы хотите оставаться под не присмотром этого путинососовского режима, не ставьте вот этот всякие моды. Мод называется. Мод Телеграм, там мод ВК, мод что-то, туда-сюда. Ну, ВК-то пользуйтесь, там уж точно вы что-то не будете писать. Чисто можете рассматривать свои фотки туда-сюда. А ВК понятно уж. А вот телега, да, вот именно телега, которая должна закрыться 1 апреля, для вас выходит какой-то странный запасной Телеграм, да, интересно, да? Почему оригинальный блокированный, а вам выходит какой-то запасной? Реально, да? И вот мне после вчерашнего вот этого ответа мне тоже это сразу резко дошло, блин. Я вкурил в тот же момент, я думаю, нафига, да?
Но это-то нам не нужно. Мы-то за границей, мы можем пользоваться обычным телеграммом, дуровским. А у вас, получается, дуровский, главный, они решили заблокировать. Вот, да, до чего дошли они. А вам дадут в поддельные. Прикиньте, да? Это то же самое, что государство вам делает поддельный аккаунт банка, поддельный аккаунт, допустим, какого-то любого движухи, и вы туда регистрируетесь, и все сливаете. Это то же самое, прикиньте, да, получается, государство, как хакеры, вам подставляют свинью, и вы под эту свинью подписываетесь, и потом после этого у вас получается, ага, какой-то Иванов вызвали, Васильев вызвали, всех будут вас потом за нос таскать, скажут, ага, вот этот, короче, общался с хохлами, этот общался, хрен знает, еще кем-то, и все, вас, получается, ликвидируют. Вас найдут в тот же момент по IP. По IP, откуда вы выходите. Плюс еще у вас нету интернета, вы выходите через Wi-Fi какой-то, и там этот Wi-Fi как раз таки вас издает, и вот вам конец. У вас нету мобильного даже интернета, если бы даже вы захотели бы спрятаться где-то. И то по нему даже найдут. А вы выходите прям из домашнего Wi-Fi, там, с каких-то там кафешек, где вас, как говорится, могут поймать и ликвидировать, так сказать, да, ведь? И вот и все. Поэтому получилось так, дичь конкретная. Дальше, ну, целая куча, это видос, конечно, можно было послушать, но очень тоже долго, 8 минут, я его загрузил вам, вы можете посмотреть, куда-то там я в ТикТок загрузил и в Ютубе. Как Иран, помощник Америки, смотрите до конца. Тут я его как бы откопал с Фейсбука и с мусульманской группы, получается, тут конкретно обозначается слова, получается, ну вот так вот покажу, этот видосик вы можете посмотреть в моих ТикТок-каналах и так далее. Короче говоря, там говорится о том, что Иран, эти бывшие президенты, шушера высшего, так сказать, пилотажа, они прям нагло орут на этом видосике, что мы, говорит, всю жизнь помогали американцам, а они, говорит, сейчас, типа, на нас напали, или там что-то в этом роде, они как бы, ну, в те времена, они были против. Мы, говорит, помогали убить, говорит, Саддама Хусейна и всех высокопоставленных мусульманских диктаторов. Пусть диктаторов, но мусульманских. И это вот этот шибанутые шииты, получается, работали с Америкой вместе. Понимаете? Вот какая там игра шла. А для нас это хоть глаза на лоб, хоть глаза на жопу, пусть повылазят, получается. Для нас шок. Особенно для меня, который всего лишь 3 года веду такие разговоры по политике. Для меня это вообще полный шок. Почему? Потому что люди, которые в это притянуты уже ушами и своими, как говорится, со всеми причиндалами, давно уже эту тему мутили и мутят. И поэтому сейчас, как говорится, когда приходит такая ситуация, что они не послушаются, ну так сказать, раньше, значит, те вошли в игру, вот как сейчас Арабские Эмираты, все вот эта вся арабская шушера, которая играет на руку с Америкой. Вот так же, как говорится, эти марионетки раньше были, и эти марионетки потом рот открыли. И вот эта запись пошла по всему миру. Но на это никто не реагирует. Почему? Потому что у нас во всех регионах и республиках одни манкурты. Понимаете? Когда один чувак тоже задает мне вопрос, что такое манкурты? Вот это манкурты и есть. Те, которые продались на какую-то вышестоящую, так сказать, инстанцию. Вот это и есть манкурты. Это наш Хабиров, эти татарские Миннихановы, чеченский Кадыров и так далее, и так далее. Все они, эти обезьяны, получается, наших регионов, они работают под Москву. А там, получается, Иран жестко сидел под, как говорится, под Америкой. Поэтому он, короче говоря, как через какое-то время, то ли он решил отомстить, то ли он что-то у них там бзикнуло вот этим нападением на получается, на Израиль через Палестину. И вот опять-таки, я изначально же это вам говорил, что они используют, получается, я пока не вкуривал же, я же пока не услышал этого нашего, так сказать, имама, можно сказать, я не знаю, нашего
близкого, так сказать, товарища, забываю его имя постоянно, который рассказал недавно, что шииты кто такие, как раз таки он говорил об этом, нам глаза открыл, так сказать, уши, так сказать, открыл. Ишмурат Хазрат, вспомнил, Ишмурат Абуй вот этот. Вот, и он как раз таки сказал, кто такие шииты. И теперь как раз таки все пазлы собираются в одну кучу, что шииты использовали палестинских суннитских мусульман против Израиля. Получается, они просто через наших мусульман сделали свою игру. Наших подставили. Сдохли-то не иранцы. Понимаете, иранцы-то у себя дома сидят, греют жопу, как говорится. Сейчас только они чуть-чуть обездулились, как говорится. Больно мат, будем переформатировать мат. Вот, они бзданулись дома, а палестинцы без домов остались. И эта вся фигня творится 4 года уже, да, когда там, после Украины она началась, Украина, получается, в начале 22 года началось, а эти вроде бы в 22 сентябре начали, что ли, как, ну, примерно что-то я помню, или 23 сентябре начали, ну, как там они там начали, непонятно. Ну, вот видите как, получается, тут вообще мы не при делах. Поэтому, когда из России, нынешней России, вы орете, что вот там Иран так-то, так-то. Вот этот видосик для вас уже окончательно от братьев-мусульман. Не надо орать из России, что Иран это мусульмане, и мы за них горюем, несете цветочки. Что-то, я же вам башкортам и татарам сказал. Дагестан особенно. Чечня, всем это касается. Образумьтесь, это не наша тема. Это не наша. Вы горюете о своих. Куда вы отправляете, черт возьми, своих вот этих манкуртов в армейку отправляете? Люди бегут в Европу, бегут по всему миру из России, чтобы не попасть под эту мясорубку Украины. Вы горюете о себе, вы своих пацанов дома держите, вы же уже всех перебили. Башкортостан на первом месте, Татарстан, Бурятия, Дагестан, Чечня, вы все на первом месте. Особенно мусульманские регионы, это на первом месте. Чуть-чуть там, можно сказать, схитрили чеченцы, они чуть-чуть, может, там подохли. А так их тоже хватает. Но на самом деле, самое большее, это сейчас, в данный момент, моя республика, Башкортостан. Поэтому, исходя от этого, вы должны понимать, даже через Чечню умирали, через это Ахмад-Силу, вот эту чертову группировку ихнюю, умирали другие с регионов. Потому что они перлись через Чечню, понимаешь, через Ахмат идут. Коронованные козлы. Можно так сказать. Короновал их Кадыров, и они пошли жопу давать. Понимаете? Вы поймите, вы хоть с Кадыровым идете, хоть напрямую со своего региона идете, вы идете под путинасосом. Вы идете под путинасосом и дохнете. Вот это вы не можете понять. Дуртил уттабитин, да? Меня айталар, почему ты на своем языке не говоришь? Да я не могу говорить на своем только. Почему? Потому что у меня есть аудитория, дагестанцы, чеченцы и так далее. Я не могу же им, как они даже меня послушать? Они 5 минут посидят, скажут, он на своем говорит, ладно, давай, в следующий раз зайду. И уйдут. Поэтому я говорю уж на общепринятом, на русском языке. Что у меня вон братья грузины есть и так далее. Все, чтобы понимали, о чем мы вообще базарим. Поэтому, исходя от этого, вы должны одну вещь понять, что мы в первую очередь боремся против Москвы. Мы идем против Москвы. Когда вот тоже вчера у нас такой маленький такой эпизодик получился у меня в Куштау-Байраме. Чат Куштау-Байрама. Цепанулся с там местными сидящими, так сказать, чатовскими мужиками. Там, если можно сказать, их мужиками вообще. Типа, понимаешь ли, они не хотят воевать. Они вот как-то хотят взять Башкортостан или там Татарстан, но как-то вот, как Габасов говорит, бескровно. Они не хотят ничего делать. Они хотят просто вот на блюдечке им что принесли. Они меня уже достали, вот такие люди. Понимаете? После этого они кто? Они кто? Вот ждуны?
как мой один брат говорит, ждуны. Слово такое, ждуны. Но это как бы мы использовали для тех украинцев или полупокеров русских непонятных, которые сидят здесь, в Европе, и ждут вернуться на Украину, когда закончится война. Для них мы кликуху, точнее он дал кликуху, ждуны. Вот эти вот здесь живут, вся Украина, басота вся, и русские ждуны сидят тут. А мы-то не ждуны. Мы-то хотим действовать, понимаете? Окша берегес, оружие, как говорится, и холов жилыгас. Я не жду, как говорится, я жду вас. Понимаете? Я-то что жду? Мне-то что ждать? Мне все равно туда нельзя. Что я ждать? Мне? Когда сдохнет Путин, я все равно не вернусь туда. Что, вы думаете, сдохнет Путин, вместо него какого-то овцу какую-то не поставит? Поставят. Поставят какого-то подобия Ходорковского, какого-то ублюдка. И станет этот ублюдок, что будет? Будет вторая такая же Россия. Ничего не изменится. Так же, как грабили Татарстан или Чечню, так же будут грабить. Никакой разницы нету. А вы не можете этого понять. Почему мы должны это доносить вам годами? Вы же, пока мы доносить будем вам, вы же дохнете. Мы-то что? Нам Аллах сколько дал, мы столько будем сидеть ждать. Как говорится, жить на этой земле. А вы преждевременно дохнете. Вы преждевременно умираете. Почему? Преждевременно умирать. Кто вам дал такое задание? Преждевременно умирать Аллах Та'алям вам не дал такого задания. Что преждевременно вы подписали себе приговор, пошли и сдохли. Ладно, сдохли. Еще ведь приезжайте так сказать, по половинке. То ноги нету, то руки нету. Такими-то что мы будем делать? С вами что делать-то? Инвалиды, что вы будете делать-то по жизни? Потом. Потом вот, самое главное, вот это тоже хотел озвучить, но не стал, давайте вот решил оставить на эфир. Все больше молодых башкир не хотят жить в России. Молодежь выбирает независимость. Вот как раз на этот счет этого я вчера передавал Куштау чату, так сказать, завещание, если можно так прикольнуться. Имеется в виду, СМС скидывал, чтобы Руслану Габбасову передали. Вот Руслан Габбасов же как бы высокомерная башкирская, так сказать, типок. Поэтому этому башкирскому типку высокомерному я предъявой, я ему уже 3 года предъявляю, он не может выйти даже поговорить со мной. Я ему 1000 раз уже об этом говорил. Если, как говорится, человек высокомерный, он, как говорится, не может себя сломать. Свой кибер, вот это высокомерие, он не может сломать. Потому что, почему? Потому что он пытается быть выше меня. Понимаете? А я таких ненавижу, в первую очередь. Почему? Потому что Аллах Та'алям сказал не быть высокомерным. Опустись. Опустись до уровня человеческого образа. Ты кто вообще? Обоснуй. Ты кто, чтобы ты быть выше меня? Поэтому, исходя от этого, я Габбасову еще раз повторяюсь. Вот его 11-минутный этот было разговор, можете зайти послушать. Ну, сейчас я зайду, давайте вот для прикола зайдем сейчас, если интернет потянет. Зайдем, пусть загружает сейчас. Послушаем вот этот один момент, и этот я прокомментирую для вас. Сейчас. О, извиняюсь, громко. Вот где-то на последней минуте он что-то говорил. Сейчас найдем. В других регионах не будет такого. Мы же в Башкортостане не собираемся взять там и куда-то переселить там на другую планету. Нет, мы остаемся к своим родным, к своим друзьям. Но мы будем жить независимо. Вот что нужно нам. Нам нужна стабильность. Сейчас. Догм, который вам навязывает государство. И давайте жить так же. Давайте стремиться к тому, чтобы мы будем жить так же, когда станем независимым государством. Скоро Россия рухнет. Экономический кризис добьет Россию, и она развалится, скорее всего. Режим рухнет. В этот момент мы обязаны просто взять... Ну, пока он болтает, сейчас найду я этот эпизод. За свою судьбу и за судьбу своих потомков. И сделать Башкортостан независимым. Ну, вы смотрели, Не наверное. идти ни на какие компромиссы с Москвой. Зашли, послушали Не сами. никакие договора очередные. Не ввязываться в очередную авантюру под названием федерация. Нам это не надо. Давайте уже в этот раз будем жить для себя, для своего народа, обладая Там будет на востоке независимая Саха-Якутия. Ага, Бурятия, вот момент. Хакасия. Весь Кавказ будет независим. Будем ездить друг к другу в гости. Будет независимая рядом Уральская республика. О! Сегодняшняя Свердловская область, Челябинская область.
Вот этот момент. Будет. Вот это вот прям вырезайте, если у кого есть желание, вырежьте вот этот момент, сейчас я ему отвечу. Габбасов. Мана синдан брикияш бәләкәймен, ишет мені қора. Таким образом, когда ты говоришь возле Башкортостана, твоего Башкортостана и моего Башкортостана будет в Челябинске и Екатеринбурге, это Свердловская область, как кто не знает, в Екатеринбурге будет какая-то уральская страна, я вообще не могу понять, кого ты туда хочешь поставить президентом. В уральском, как говорится, по ихнему стране, уральской, Челябинск он отдает каким-то уральцам. А ты кто? Как можно башкортостанские земли отдать под уральский регион? Я вот этого не могу понять. Понимаете? Поэтому, когда я вам постоянно говорю, какие земли мы будем забирать, внизу говорим Казахстан будет, рядом слева будет Татарстан, справа будет у нас потолок, там кто-то будет, там Алтай, Бурятия, что-то. А до этого у нас будет все наше. Мы максимально по краям все заберем. Вы что, почему этот Габбасова слова, вы, как говорится, которые слушают вообще его, не пишите ему предъявы? Комментаторы, которые любят его смотреть, сидите. Почему вы не предъявляете ему, когда он говорит, какой Уральская республика? Какой Уральская республика? Вы объясните. Кого он туда хочет во главе увидеть? Своего врага узкожопого? Кто там на Урале будет сидеть во главе там? Мені очевидно келтірген мына шу придурочность человека, взрослый человек об этом говорит. Илемеген сукмаган, мына сеңе бір іштан бізді нәнейлі шулай айтайы. Илемеген сукмаган. Әлі ни хрена ты еще не сделал, и ты разделяешь в наши земли. Потом мне еще говорят, а зачем, зачем тебе эти земли? В каком смысле зачем? По истории наши земли, значит, нужно забрать. Наши земли забрать, не наши присвоить, которые, я говорю, до Ненеции будет до морей, и все это наша земля будет. Внутри, то, что Удмуртия остается там, еще кто-то там внутри останется, пермяки, вот эти коми-пермяки, или там пермяки, просто пермяки, все останется, все внутри нас останется. Какая-то часть будет ихняя, а оболочка будет наша, называться Башкортостан. Кто не понимает, и кто первый раз сидите. Вот этот вы должны раз и навсегда понять. Нам нужно забрать все территории. Слева Татарстан забирает все территории. Справа мы забираем. Можно сказать так, Т-образные. Внизу север Казахстана. Понимаете, как получается? Мы коридор к морю. Наша задача забрать все Челябинск, земли Челябинска поделить с казахами. Дальше все наше. Екатеринбург, Петербург, все подряд шкребануть до конца, до моря. Это все будет наша полоса. Это. Понимаете, чтобы налево, направо расстрел, как говорится, будут все платить дань нам. Кто-то захотел с Дальнего Востока поехать в Европу, плати. С Москвы кто-то захотел поехать на Дальний Восток, плати нафиг. Примерно вот такая система будет. Но не в том смысле плати, не плати. Это будут какие-то договорники. Имеется в виду, мы по их земле проедем, они по нашей проедут. Ну, имеется в виду дорожные расходы, там, может, платная дорога, туда-сюда. Не в том смысле, что на каждом КПП мы поставим каких-то надзирателей и будут драть деньги. Как говорится, мы же не в колхозе живем. Все-таки будет нормальное государство, правильное государство, где не будет коррупции и ни хрена подобного этого. Поэтому, исходя от этого, у нас с Казахстаном вообще границ не будет. Татарстан с Башкортостаном будет туда и сюда ходить, они нам туда и сюда будут ходить. И потом этот же вопрос я вам и говорил, чтобы насчет Узбекистана, чтобы Казахстан с Узбекистаном тоже границы открыл также, чтобы нам тоже головной боли не было. Захотел я вам поехать в Андижан к тебе, сел в Уфе на поезд, чухнул, напрямую должен быть рейс. Вот это не должно. Напрямую я должен попасть в Узбекистан через Казахстан. Новую дорогу построить. Железную дорогу надо будет построить. Новую. Скоростную. Сел, 3 часа ты в Ташкенте. Примерно вот такая скорость должна быть. Заказывать будем у японцев. Их не самые крутые поезда. Мы позволим себе этого сделать.
Везде по России максимально, вот как во Франции, я вам показывал, видели, наверное, раньше ролики мои, на какой скорости едет. 250 км в час. Тире 300 написано. Но я засекал на скорости Гугла 250. Я охренел. Понимаете, я промежуток 350 километров на полускоростном проезжал за 3,5 часа. А если у тебя вообще скоростной, час 40, вроде бы, если не путаю, или 2, ну где-то вот так. 350 километров проезжаешь за час 40. Офигеть, да? А из Уфы примерно до Ташкента было 3000 километров, вроде бы, если не соврать, или 2500. Вот так было, вот да, зигзагами по всему Казахстану, верблюды, там все вот это, через это было 2500, через Илецкий, вот это Оренбург заезжает, потом заезжает Стерлитамак, потом там воду меняет с Стерлитамака, потом двигается даже в Уфу. Это геморройные дороги, эти древние дороги этих узкожопых, которые они как нас грабили в прошлом, так и остались эти дороги со времен динозавров. Поэтому, исходя от этого, Габбасову, вот я вам еще раз говорю, передайте, чтобы он больше на своих эфирах не говорил о том, что будет Уральский регион, Уральская республика, ничего не будет. Будет конкретно Эрзя Мокша, Кавказ, там сверху будет Ингерманландия, тут будут, понятно, чуваши, марийцы, удмурты, тут будет Татарстан, весь, Башкортостан, весь. И мы будем утыкаться Тюмени. Тюмень тоже примерно будет наш. Мы там подшаманим с казахами. Все это будет наше. И дальше мы видим Алтай, я наблюдаю Бурятию и Саха. Все, мы никого там больше не видим. Больше никого не должно быть. А насчет Китая, я вам в своих эфирах говорил, Китая вообще не должно быть. Вот сегодня я услышал как раз таки насчет разговора Китаем, как Китай лезет в разговор Ирана с кем-то, услышал, да, увидел, ну, новости видел, слышал. Типа Китай лезет в разговор вру. Сори. Короче, лезет в разговор Афганистана с Пакистаном. И типа их пытается успокоить. Прикиньте, да? Китай пытается успокоить Афган и Пакистан. Ну, вообще не при делах Китай, да, эти чертовые, многобожники тоже, как их называется, буддизм чертовый, успокаивает двух мусульман, прикиньте, да, интересно, да? А почему? Потому что он почувствовал силу, поэтому он может сказать, язык длинный стал, а вот поэтому, чтобы он не рыпался в дальнейшем, подавно против нас, против Башкортостана, там, Татарстана, Казахстана, дальнейшее, чтобы никакая китайская рожа не залазила на наши территории и не быковала, наша задача объединиться и дать ему отпор, забрать Туркестан восточный, уйгурские земли, все отнять, и там контроль вести через Казахстан, туда дальше Алтая, дать понять, что не дай Аллах, китайцы залезут на 1 сантиметр, башку оторвать им всем. Поэтому, исходя от этого, получается, наш контроль должен быть от Кавказа до Сахалина. Вот угол горизонтально перпендикулярно, как всегда я говорю, вот так оно должно работать, вот так. Все мы там должны контролировать. И наша эта задача именно мусульман. Кавказа, нас, Урала и Азии. Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. Вот эти 4. Потом добавим 5-го, договоримся с афганцами, их тоже, как говорится, уму-разуму научим, приведем их в порядок человеческий, потом с ними тоже начнем правильные дискуссии, так сказать. Мы с ними их как бы отстранять не будем. Лучше пусть они будут с нами, чем с какими-то обезьянами, с другими дружить. Понимаете? Которые не они-бани, кукареку. Поэтому, исходя от этого, нам и Пакистан, и Афганистан должен быть в тряпочку тихо. Они не должны между собой воевать, потому что нам нахрен эта война не нужна. Наша задача объединить всю эту Азию и нас самих тоже. Почему? Потому что
вдруг какая-то сволочь в дальнейшем родится после уничтожения Москвы, там какой-то Иванушка опять родится, захочет ему отомстить, понимаете? Он соберет опять вот эту дичь свою, что-то сморозит какого-то Ленина и захотят захватить опять наши земли. К этому мы должны будем готовы. Точнее, к этому мы, может, мы умрем, но наши, так сказать, остающиеся дети и так далее, история, книги должны доказывать то, что, не дай Аллах, заново собрать эту чертову империю. Вот наша задача. Наша должна быть эта доктрина, которая конкретно должна доносить будущим нашим детям, неродившимся внукам, им, что их задача защищать наши земли от колонизации Москвы. Потому что месть Москвы, она все равно останется в их сердцах. Они будут строить свои книги, писать, и все они оставят. И потом на нас опять захотят напасть. Поэтому мы должны предотвратить это заранее. Наша задача сейчас башкир-татарға объяснить, что между собой не надо ля-ля. Вот как вчера вот на меня там умники какие-то в Куштау-чате наезжать начали. Ля, ты такой, я такой, короче, у меня бабушка еврейка, у меня бабушка то, все. Да мне вообще до лампочка, у тебя кто бабушка, блин. Если ты живешь в Башкортостане, если ты идешь с нами на одном пути, идешь, не идешь, кутыңны кыс. Я вчера тоже ему сказал. Кутыңны кысып утырыгыз. Бізге сенің сопли не нужны твои. Так и так у нас Манкуртов, Кирова туча, еще ты там сидишь в чате, и самое главное, он сидит знающим в чате, Виталий, Куштау шатында утра, и еще язык, как до Китая у него, блин, длинный, аждаха тілі. И он пытается рыпаться против нас. Я беру слово «нас», почему? Потому что я все-таки не один. За мной люди тоже есть, как говорится. Исходя от этого, я могу смело говорить, что он рыпается против нас, которые хотят взять Башкортостан и Татарстан, оторвать от Москвы. А он пытается говорить, мы так будем, мы так будем. Да сина кем суработара. Ты один ничего не будешь решать. Твое слово ноль. Ноль. Поэтому, исходя от этого, вот такие полупокеры, то ли Манкурт он, то ли не Манкурт, то ли он еврей, то ли он какую-то свою игру пытается нам навязать, нам не нужны такие, блин, умники. И самое интересное, где мы будем сидеть, вас не должно волновать. Вас не должно. Я ему вчера тоже ответил красиво, так сказать. Ленин тоже был за границей. Ленин тоже вернулся, собрал свои, как говорится, братства и раздолбал всю царскую Россию. Поэтому, исходя от этого, нам тоже, как говорится, так же. Нам какая разница, в России мы сидим или на Луне. Какая тебе разница, где мы сидим. Мы, главное, говорим, диктуем это. Вот и все. Наша задача вам доносить это. А если мы сидели бы внутри и что-то рыпнули бы, вы что, блин, моей смерти преждевременной хотите, что ли? Меня же завтра же, сегодня, тут секунду же меня же уже грохнули бы. Плюс у вас вдобавок, допустим, если даже там был бы, дожил бы 3 года до сегодняшнего дня, у вас интернета нету. Кому я буду рассказывать? Сижу, допустим, себе у аули, у меня бах, вырубается интернет, кому что я буду доказывать? Да гоп-стоп, тот же день у меня будет везде ФСБ, там взорвут мой дом, если надо будет. Понимаете, в ауле. Меня ликвидирует тот же момент, блин, скажет какой-то щипсо, мипсо украинское, скажет, вещал что-то о том, чтобы раздолбать Москву, блин, против нас, блин, башкир, татар, манкуртов, шел. Мы-то любим русских. Вот так было бы, понимаете? Поэтому, Дуслар, когда вы сидите в чатах или где-то что-то в этом роде, если ты не за нас, не за народ, кутыңны кыс и юхал нахуй. Вообще, что, блядь, глаза не видели такие, как ты, блядь. И самое интересное, один черт еще написал там, у него точка стоит. Исімі даюк, кукей даюк. Исімі даюк, бірнас даюк, зашифрованный там в хлам, короче. Прям под ноль, как говорится, да? Как говорится. И он мне что-то тоже вякал там. Меня удивляют такие люди. Ты хотя бы свое имя напиши. Напиши хотя бы Кутак баш исеңіңні. Кутак деп жазып қой хотя бы. Мы поймем. Сен Кутаксың екен. Мы поймем. Так и так уже я понял, что сен Кутаксың. Поэтому, исходя от этого, ты хотя бы в дальнейшем, люди, которые шифруются, пишите хотя бы что-нибудь, блядь.
член партии напишите, я не знаю, блин, член Башкортостана, как говорится, сосу Москвы. Напишите хотя бы так, чтобы мы вас хотя бы по имени звали, а не называть тебя точкой, или можно написать Дюмовой, пятница, а? Пятница. Ой, бля. Так, сейчас. После этого вот этого противного вчерашнего разговора в чате, мне аж не захотелось уже сидеть в Куштай-Байраме. Вот этот Куштай-Байрам уже я не хочу даже озвучивать, прикиньте, что там сидят такие гниды. Гниды из Башкортостана. Просто противно стало. Башкорт, меня башкорта рыпается. Меня удивило это. Башкорт и пытается рыпаться на меня. Просто я в шоке. Поэтому еще раз говорю, напоминаю, Габасов, оклемайся. Оклемайся, пока не постарел. Или пока живой. Оклемайся, как говорится. Приди, как говорится, к консилиуму общему, нашему, общению. И Айсину тоже это касается. Айсин тоже такой же высокомерный. Вы не думайте, что мусульмане, они говорят красиво, истину. Вы не думайте, что у каждого нету навса. Навс, высокомерие. 1000 раз я вам об этом говорил. Повторяюсь, да? Все мы знаем, что во время Рамадана на 30 дней Аллах Та'алям закрывает всех шайтанов. Сейчас нет шайтанов. Но шайтан внутри каждого нас. Навс. Навс, понимаете? Вот этот навс у каждого. И у Айсина есть, у Габасова есть, у всех. Это кибер. Внутренний, да? Внутренний навс, кибер, а тоже, короче. Высокомерие ваше, чертовое. Высокомерие засуньте куда подальше. Кутыризгат тагакас нахрен. И когда вы начинаете общение, не лицемерьте. Общайтесь со всеми наравне, не надо рыпаться. Я же говорю, почему меня вот этот последний инцидент с трансом почему-то привело к тому, что я вот здесь нахожусь сейчас. К тому, что он думал, что возгордившись, он думал, что будет выше меня. Он сможет там возле меня за столом снимать носки, обувь свою. Он думал так, понимаете? Ну не тут-то было. Понимаете, не на того нарвался. Поэтому по шее получил. Поэтому я и здесь. Поэтому, исходя от этого, что можно сказать? Хорошо, что я его еще по шее не дал, конечно, блин. Меня вообще загребли бы, наверное, в обезьянник. Поэтому, исходя от этого, я здесь чисто из-за того, что я ему порвал футболку. Ну, вот как-то так. Не удержался, так сказать, как говорится. Больно сильно тянул, вытягивал я его больно сильно из комнаты, и поэтому порвалась у него футболка чертовая. Поэтому, Дуслар, давайте мы конкретно будем на этой волне Башкортостана и Татарстана без высокомерия. Без высокомерия. Почему? Потому что московское высокомерие вам должно давать постоянно звоночек. Почему вы нищие? Почему у вас нет интернета? Почему, как у нормальных людей, у вас нет телеграмма и так далее? Вот прикиньте, вы живете в России. Давайте возьмем Россию, даже не Башкортостан с Татарстаном, всю Россию, это будет касаться всех вас. 100 тысяч человек, 100 миллионов, допустим, будем считать, да? Не 150 миллионов, а 100 миллионов, давайте просто округлим. Вас примерно 100 миллионов и осталось, наверное, там по всей России, бегаете там, как шарлатаны. В итоге вас жестко накололи и опустили. Получается, как? Начали войну, это раз. Потом потихоньку прикручивать начали гайки. Так нельзя, так нельзя, так нельзя. Там без штанов команда, без трусов команда. Все начали закрывать, как говорится, всех крыть. И в итоге, получается, вы дожили до того момента, что вам сейчас и интернет закрыли в 21 веке, и телеграм. После этого вы как себя можете не интерпретировать с Афганистаном? Вы скажете, мы же лучше Афганистана? Да нет. В Афганистане даже есть интернет. У вас нету, прикиньте. В Афганистане есть интернет, потому что я здесь знаю людей, афганцев, которые звонят, пишут, в Афганистан проблем нету. У них есть интернет. И исходя от этого, а у вас нету. Я уже вот где-то, грубо скажем, наверное, месяц я долблюсь домой, не могу писать. Потом я вкурил, надо переходить в ВКонтакт. Но я всегда думал, что ВКонтакте надо писать. Но ВКонтакте уже фильтруешь базар. Фильтруешь базар, пишешь «Салям, вассалям, халляр, малляр». Больше ничего не пишешь. Понимаете? Больше ничего нельзя писать там. Ты только можешь писать то, что там можно писать. Вот так. Поэтому вы, если хотите вот в таком деградационном, униженном состоянии дальше больше жить, ну, флаг вам в руки.
Но мы не хотим так жить. И поэтому мы будем все равно это доносить вам кровь из нос о том, что ваша задача услышать нас. Пусть вы ненавидите меня. Меня не надо любить. Вы любите свою землю. Вы землю Башкортостана и Татарстана начните любить. Не через Москву, через принуждение, а в настоящем образе начните любить. Вот вы поете на татарском, на башкирском, туганях, туганях, или что-то в этом роде. Вы поете, что-то делаете, но вы тогда, если вы поете хотя бы под свою песню, как говорится, склоните голову. Любите свою землю. Если, как говорится, таким образом, если бы вы любили свою землю, вы бы не пошли бы убивать украинцев на чужую землю. Почему? Потому что вы сами не понимаете, где живете. У вас отняли Башкортостан и Татарстан, отжали. И вы живете, так сказать, можно сказать, на своих, но арендованных землях. Почему? Потому что ваш хозяин в Москве. Подобие Путина. Даже не Путин хозяин, а вся Москва хозяин ваш. Ваш хозяин Москва. Поэтому, если вы, получается, делаете такие странные вещи, подобие того, что за границу мы убежали, типа мы убежали, а в то же время мы типа предатели Родины и так далее. Да вы кто? Вы предатели земли. Вы на этой земле не можете даже вякнуть. Понимаете, вы предатели земли. Вот давайте так будем с глаза на глаз говорить с вами. Все сотканлар. Сотлыкджан. Как моя бывшая жена говорила, сотлыкджан. В Казани сотканларна сотлыкджан говорят. Сотлыкджан. Как Сабырджан, но только сотлыкджан. Типа предатель. Предатель. Сотлганлар или там стукач. Ну, как хотите, интерпретируйте это. Перевод можно по-разному переводить, разные значения имеет в контексте. И вот таким образом, получается, что на своей земле вы даже за телеграм не можете что-то сказать. Вот как сегодня уже в новостях сказали, за телеграм выйдут как будто бы телеграфисты эти чертовые, которые говорить будут, и потом, наверное, говорят уже как бы, да, такие огласки, то, что их будут ловить, потом скажут, вот они хотели телеграм, потом вот их за жопу возьмут и все. Напугает вас, ФСБ поработает там на ура, как на Болотной, так сказать, площади, когда, помните, татар тоже брали там, студентов долбили, сажали, что с ними сейчас произошло, я не знаю. И в итоге, короче, будет у вас Болотная 2. Понимаете? И все. И скажете, все, тогда все. Мы будем жить в коммунистическом строе путинизма. Читать будете правду, будете читать кроссворды, угадывать в метро, будете ехать кроссворд, вместо айфона, планшета вот так открывать будете огромными листами, вот так как бы открывать будете карту. Смотрю на карту, вижу Сочи, как это Обод прикалывался, или что там приговорил же. Вот будете смотреть карту, команда Уфа. Вот так будете сидеть, смотреть на бумажную карту в дальнейшем. И потом, исходя от этого, вы будете как-то, я не знаю, вспоминать интернет свой и так далее. Получается, и вспоминать свои кайфовые рилсы там в Инстаграме, там в ТикТоке, Ютубе, и будете думать, ах, были времена. А там вы будете щелкать семечки на скамейках, будете сидеть с бабушками вместе, как говорится, хвосты крутить коровам. Ауылда яшисыз уже, потому что в городе не будет смысла жить. Потому что там что, и гаули можете почитать, интернета у вас так и так не будет. Ну, короче, древний, я не знаю, каменный век минимум. Вот туда вы скоро упадете. Но телефон у вас останутся. В телефонах можете слушать свои татарские песни и кайфовать от этого. Вот и все. Будет у вас это MP3 плеер, только в крутом формате, как говорится, iPhone, Apple и туда-сюда. Вот как-то так, понимаете? Вот если даже вот таким образом, издеваясь над вами, вы не просыпаетесь, я не знаю, как вы будете просыпаться. Понимаете? Как это будет просыпание, будет идти, я не знаю. Если даже пример приведем, вроде бы, да, и интернет был, все было. Пример Кыргызстана.
Кыргызстане просто они 3 президентов поменяли и все. Вот им не нравился президент, они поменяли, кыргызы поменяли 3 раза, при мне, при моей жизни 3 раза президента поменяли. А вы что? У вас уже все, уже все закрыли вам, кирдык вам. Чего вы не встаете-то? Почему мы для вас, получается, враги? А тогда вы сами соберите своего Ленина, встаньте, сделайте революцию, черт с вами. А? Сделайте вот это все. Почему вы не делаете? В чем проблема ваша? Мы-то что? Мы-то ничего. Мы вообще не при делах. Забудьте о нас. Создайте свое, как говорится, ополчение какое-то. Сделайте вон набеги, как в Иране. Грохнули, конечно, там половина из них. Ну, попробуйте, ничего страшного. Грохнитесь. Так и так, как говорится, на Украине утилизируетесь. Какая разница? А тут за интернет, за телеграм, за будущее детей. А? А как во время коронавируса вы делали через интернет уроки? А сейчас как вы будете делать уроки, интересно, а? Вот сейчас бабахнет, что-нибудь прилетит, война, короче, как вы будете делать уроки? Это будете писать, голубиные письма? Голубчиков будете отправлять туда-сюда, как вы будете смс кидать друг другу? Один в Воркуте живет, другой в Москве, как вы туда кинете смс? А? Интересно вот этот момент. Поэтому вы дальше идете, вот смотрите, как тут работает, да? Получается, они не рыпаются, а мы дальше будем их чпокать. Вы не рыпнулись, они дальше, и все. И после этого вы кто? Натуральные рабы. Рабы. Вы после этого рабы. Ничего не сделали. А вот представьте Европу. Гей-Европа ваша. Любимая гей-Европа. Она ведь чуть-чуть даже не заплатили Франции, видели, да? Пару лет назад, там в прошлом году, все запоносили, везде говно вылили по всей Франции. Фермеры, помните? Германия то же самое. Сразу. В Америке сразу бардак происходит. А что у вас-то, когда это произойдет? Мы не нужны там. Габасов, я там, Айсин не нужны, Кашаповы не нужны мы. Давайте делайте вот даже вот этому долбанному башкирту, который вчера рыпался на меня своими какими-то смс-ками. Давай, выходи, собирай народ. Если ты тут на эфире, собирай народ. Собирай. На оружие, на вилы, я не знаю, на что-нибудь, на штыки, точите, не знаю, копья. Давайте, выходите из Башкортостана, Татарстана, бздуйте, короче, на Москву. Шығыңыз, күтігіз бар екен бейт. Сүләргә, баба қылып, сүләргә меңе. Шығыңыз. Нәмә шықмайсыз? Кімнен қорқасыз? Нәрседен қорқасыз? Үләсігіз келмей бит, әйме? А соғышқа Украинаға барып, үлсәгіз, это нормально, да? Как это так? Там не боитесь, тут боитесь. Я не могу понять вас. Почему вы против украинцев идете умирать и убивать, не боитесь брать оружие, а когда идти на Москву, вы боитесь. Что вы, заднеприводные получается, да? По факту. Так получается. Как получается? Вы не идете против Москвы. Почему вы идете против вообще левого государства Украины? Вообще там 2000 километров до границы из Башкортостана до Украины, минимум, если не больше. Куккей барманда барып, а? Нәрсеге онда барасыз? Мен оңнамын, вот немеге онда бар? Пішіріп қойғанмы? Сало там намазали, нарезали вам. Что дали-то вам? Поэтому 4 года без мозгов людей там уже грохнули. Но теперь остались более-менее те, которые мазались, отмазались. Вот эти люди остались. Теперь вам вопрос. Вы-то что ждете? Вы что ждете? Или вы идете сами, или вы присоединяетесь к нашему движению, или вы дальше дохнете там просто. Вот просто. Может, даже и войны не будет, просто так будете дохнуть. Сами себя, как говорится, жрать изнутри. Нищета, дальше больше голодомор, то, сё, мосё. И еще коров убивают. Везде там, как говорится, идет кастрация коров. Сжигают, я не знаю, что делают. Үтерәләр инде. Бүтін мал туарны үтереп бетәләр. И потом нәрсә? Бүтінігіз бір-бірігізні кутағын суыра башлайсыз, наверное. Имя башлайсыз.
Değil mi? Sığırlarını imgen kebek, sütün ügізлер, siz de име başlıyorsunuz. У друг друга только будете сосать, наверное. Но только что там будете сосать? Кроме спермы там нечего сосать. Не наедитесь. Потому что того тоже надо же кормить, блин. Он же не может постоянно вам, как говорится, как дойная корова, строгать, как говорится, на вас. Так, что еще тут кидали? Не кидали? Вот это я читал вам или нет, я не знаю. Telegram может начать работать без интернета через Bluetooth. Роскомнадзор не сможет заблокировать вообще никак. Вот Павел Дуров об этом сказал, но не знаю, когда оно у него появится. Но вот эта дичь, которая уже появилась, опередили его, мне кажется. Мод, который мне вчера скидывали, мод, которым люди пользуются, вот это опережение, мне кажется, его. Почему? Потому что я знаю это по работе разных агрегаторов Москвы, Яндекс, там, Delivery и всякие курьерские компании, там было так. Короче, работаешь, когда на такси, выходили фальшивые Яндексы, фальшивый Яндекс, копия Яндекс, заходишь как будто бы в Яндекс, но фальшивый. Оно делается очень быстро там. Умельцев пруд-пруди. Поэтому, как говорится, Telegram для них сделать, это вообще расплюнуть. А если это уже и государство добро дало, то вообще там, хоть 10 блинов таких сделают. Понимаете? Одинаковых. Что, Telegram Дуров только сделал, другие не могут сделать что ли? Любой может что-то сделать, понимаете? Как говорится, то же самое, что взять и дом построить. Можем же, можем. Это то же самое. Понимаете? Алгоритм остался телеграммовский. Даже если не остался, они взломают, поймут, как оно работает, и все сделали. Копию-то создать не проблема. Новости. Власти определились со сроком блокировки мессенджера Telegram и рассматривали возможность принятия этой меры в первых числах апреля. Ну, вы об этом уже знаете, я уже даже больно читать даже не хочу. Но, получается, он пытается что-то сделать, прочитать так мелкими, короткий абзац. Telegram может обойти все блокировки, даже отключения интернета. Хочешь знать, как привлекать клиентов? Ну, это уже реклама идет. Понятно. Короче говоря, вы поняли, да, что Дуров пытается вот это предложить, но это предложение уже дичи происходит уже, ну, от Москвы самой. Так. Вот это самое меня убило еще. Свинина в пайках. Понимаете? Это мысли соседа. Мысли соседа, такой группа в Инстаграме. И там вот свинина в пайках, унижение мусульман в армии РФ. Я вам одну вещь скажу. Когда я 2 года служил в армии, нам заставляли жрать свинину. У нас не было выхода. Там мусульман, ты не мусульман, разницы нету. Я помню, рота, бородатые такие, откуда привезли, я не знаю, рота целая стояла дагестанцев. Они зашли тут же в столовую. Выхода нет. Ты, если не хочешь, сдохнешь. Жри. Жрешь. И вот это жрешь. Ну, это водичку пьешь, что-то жрешь там. Выхода нет. Что-то надо жрать. Понимаете? А тут, получается, уже мы же как бы в 21 веке, ничего не изменилось. Обнаружили в пайках свинину. Само собой. В комментариях там пишут, еще защищают. Нет, это вранье, ипсо, чипсо. Если это уже сказали, значит есть. Понимаете? Оно не может быть, что сказали и нету. Понимаете? Поэтому, исходя от этого, мы верим, что в российской армии, ладно, не человечина еще. Может, и человечина есть. Мы же не знаем. Ладно, свинина. Фиг с ним. Аллах Та'алям простит. А есть человечина. Может, и человечину хаваете. Друг друга там жрете. Убили, мясорубку попал, запчасти собрали, как говорится, с мясорубки скрутили, вам вот котлетики сделали. Какая? Ну, это ж, так что тут нормально. Фредди Крюгер отдыхает, называется. Ой, дуба.
Мне понравился палестинский флаг в парламенте Мадрида. Социалисты выступили против запрета. Испанцы, если это правда, четко говорят. Испанцы за мусульман топят. Иншаллах, надеюсь, это правда. De cientos de miles de palestinos. Esta es la bandera que usted persigue, señora Ayuso, la de la paz, la dignidad de un pueblo perseguido y la esperanza en una tierra fértil. Mire, Ayuso, está usted más fuera que dentro, porque este es el Madrid que hace 20 años dijo que no a la guerra de Aznar. Este es el Madrid que el domingo dijo que no a un genocidio. Este es el Madrid que cada vez tiene más claro que no tienen lugar personas sin corazón, sin humanidad, sin dignidad. Señora Ayuso, está usted más fuera que dentro. Váyese y ahorrese el bochorno. Бонжорно. Так, на пленарном заседании регионального парламента Мадрида председательница ПСОЭ Мар Эспинар развернула флаг Палестины, протестуя против запрета, который правящая Народная партия ввела в школах региона. Это флаг, который вы преследуете, заявила Эспинар. Обращаясь к президенту сообщества Исабель Диэс Айусу, та, заметно смутившись, быстро свернула дискуссию, не вдаваясь в подробности. Ну, я что могу сказать? Молодцы. Испанцы, как говорится, не молчат, но зато все мусульманские страны молчат в тряпочку. Просто молчат. Как Узбекистан миллиард отдает, Казахстан отдал или нет, я не знаю, миллиард отдает, или отдал уже, миллиард вроде бы, триллион или я не знаю, отдает Трампу, чтобы восстановить Палестину. Понимаете? Это просто кино, короче. Самим жрать нечего в Узбекистане, жрать нечего. Отдают миллиарды денег. Вот как можно вот это понимать? Понимаете? Узбекистан кукей дают, по идее, кроме правительства. Как бы правительство я не считаю даже за людей. Любого государства. Вообще похрен какого. Исходя от этого, люди должны, получается, с казны выдержать это, как терпилы, когда этот его Мирзияев отдаст Трампу эти деньги, а Трамп просрет где-то там, говоря, что за Палестину, что-то они будут строить. Куда-то он всунул уже эти деньги, если они отдали их. Все, улетели денежки узбекские. А улетели одно, а жизнь-то от того, что там миллиард, если бы этот миллиард или триллион, я не знаю, вот этот один, который попросил Трамп, отдали бы народу, народ хоть себя чуть-чуть порядок привел бы. И то не хватило бы, конечно, потому что там все-таки 37 миллионов. Ну, что-то уж хватило бы, я думаю. На что-то уж хватило бы. Порядок себя привели бы. Более-менее, можно сказать, вышли бы чуть-чуть из нищеты. Оно, конечно, не на всю жизнь эти деньги что-то не, там, богатство не принесет. Но хотя бы что-то было бы. Он бы мог сказать: нет, брат Трамп, я лучше своему народу этот миллиард отдам. Или там 10 миллиардов. Зачем я тебе буду отдавать? Сами раздолбали Палестину, сами и делайте. Как-то так, понимаете? Поэтому я вам еще раз повторю здесь насчет Украины. Украина, если захочет побеждать, раздалбливайте Москву. Все бабки заберете там. Наши бабки там заберете за репарации. Из Башкортостана, Татарстана вам кутак, мойга бутап. Так что вам, вот я вам всем говорю, украинцам, вам нихуя мы не дадим. Имейте в виду. Из Башкортостана, Татарстана ничего не выйдет ни копейки. Все в Москве возьмете. Дойдете в Зеленском месте, как Суворов, пешком дойдете до Москвы и возьмете бабки свои. Сколько вам надо, забирайте нахрен. Все можете забрать в Москву. Унитазы тоже прихватите, которые у вас украли. Все забирайте. Чтоб там сральники свои поставьте на место. Чтоб потом не быковали на нас. Мы копейки вам не будем давать. Имейте в виду. За 4 года вы у себя показали. Ни туда, ни сюда. Ни А, ни Б, ни Кокорику. Не можете из своей зоны, так сказать, Украины вылезти и дать бздюлей Москве. Не можете.
И не надо тут вякать потом, что мы что-то делаем. Что вы сделали? На Москву не можете напасть. Что вы сделали? Дали бы нам, башкиртам и татарам, столько оружия, да мы давно уже кончали бы эту Москву, блин. В рот надавали бы всем. А вы сидите там. И вы плачетесь еще, твари. Так. Русско-кумыкские войны. Вот это тоже меня аж затронуло. Кумыки исторические факты. Максимально репост и тегис написали. Вот и делаю репост. Эта песня, конечно, не в тему, конечно, поставлена. Это из Инстаграма же я его взял. Сейчас она заблокирует эту песню. Я не знал, что здесь песня есть. Заблокирует мне YouTube. Не даст это, как говорится, YouTube открыться. Поэтому так. Ну, короче, вкратце скажу. Русско-кумыкские войны 1560-1918. Понимаете, да? И тут хотелось бы сказать о чем. В 1552 развал Казани. Раздолбали татар. После этого опрокинулась вся историческая вот эта, так сказать, территория всего. Даже Кавказа. Понимаете, да? Получается, после развала Татарстана всем пришла бызда. Всем. Понимаете, да? Теперь, внимание. Наша задача, а вот тут пишется даже каждый года, наша задача всем вместе сейчас встать. Все вместе за свои территории. Чтобы вот это, то, что в 1552 произошло, и после нашего поломления, так сказать, как нас сломали, все сломалось. Вот за это мы должны отомстить Москве. Вот наша задача. Вот мы, можно сказать, там, 2000, каком мы живем, да? 26-м. Там 1500. Пусть будет 500. Мы пятое, ну, 6 надо говорить. Шестое поколение. Мы шестое или там, может, даже седьмое поколение наших тамошних предков, которые воевали в 1552 годах. И воевали вот здесь, кумыки, в 1560-х годах. Мы поколение шестое, седьмое наших предков. Исходя от этого, мы должны конкретно делать, исходя от этого, делать движение того, что вот за это мы должны мстить. Именно месть узкожопым наша задача. Вы не думайте, что если мы будем интерпретировать вот эти моменты, вспоминать там, ой, там вот так было и все. Нет. Это вот эти как раз таки истории нам дает о том, что мы еще больше и больше, как говорится, для своей базы данных диктуем, так сказать, добавляем свои спросы от Москвы. Там за этот год, предъявы, понимаете, это конкретные ультиматумные предъявы. Там вот тут описывается, мало кто и сказать, не успеваю, вот, понимаете, крутится. Вот 10-12 битв кумыкам удалось одержать победу, несмотря на технологические и количественные превосходства оппонента. Понимаете как? Получается, они даже узкожопые даже были сильнее, но они ломали их, как говорится. Но все равно из-за того, что добавлялось туда к узкожопым другие нации, извиняюсь, из-за томак тортоптера еще что-то сухое пошло. И получается, сейчас я выпью водички, сори. Жестко. Сейчас, секунду, момент. Я этот гриль поставил здесь. Исходя от этого, извиняюсь, нәрсеге томақ кетті русқа, нәрсе кетті, ураза тұтабыз енді, суда көп ішкені біз өйтін шылай. Я вот выпил там пару стаканов кофе, там потом вот 250 грамм воды выпил. Вроде вода не требуется сильно, альхамдулилля, прохладно. Вот, исходя от этого, что хочу сказать, что вот эти каждые воспоминания истории каждого народа,
черкес былама, кумык былама, дагестанец, аварец, разницы нету. Всем это, всем звоночек тому, что каждый должен свою историю напомнить москалям. Понимаете, москали должны понимать, что вот даже вот берем, как говорится, украинцев уже до такой степени чмырить не будем, берем их, например, как они переобулись. Язык. Вот они, как война началась, мова, украинскую мову резко вспомнили, а? Как вам такое? Поэтому, исходя от этого, башкир, татар, Дагестан, чечен, вы должны понимать, что только на нашем языке, как говорится, вся суть силы будет. Давление на язык, давление на наши традиции, давление на наш ислам. Вот этими моментами только мы сможем раздолбать Москву. А до этого мы не можем ничего сделать. Если вы будете упираться под какие-то странные тезисы свои, мы будем опять сломлены. В первую очередь объединять должен ислам и соседние регионы, которые даже крестоносцы, так сказать, в кавычках, Эрзя Мокша, туда-сюда, они-то непонятно, как они вообще крестоносцам приперлись. Но имеется в виду, уж будем считать, что они крестоносцы, то же самое. Но с нашей позиции они наши соседи. Мы, как говорится, рыпаться на них не будем. А вот вместе против Москвы рыпаться будем. Поэтому, исходя от этого, Безге, Идель-Урал, Кавказ и Сахалин. Вот 3 огромных куска, которые мы должны отобрать. Не говоря, забыл Ингерманландию тоже вернуть. Оставить Москву одиношенькой. Как этот, как говорится, в детском доме ребенка. Оставляют. Вот мы тоже его оставить должны. Кинуть мы его должны там. Понимаете? Как-то так. Ну, мы не должны, получается, нянчиться с ними. Почему? Потому что они с 1500, еще до этого я не вспоминаю, потому что до этого еще можно вспомнить. В 1552 году это проломили, так сказать, Сюембикяне, нашу принцессу Казани. После этого началось вот это все движухи Салавата Юлаева, имам Шамиля, Кавказ, все. Понимаете, вот эта вся дичь происходила 500-600 лет. И мы сейчас, как терпилоиды, как эти крокодилы, терпим веками, 600 лет, грубо, терпим, чтобы, как говорится, узкожопые или сами ушли, или мы их должны, как говорится, вперед ногами вынести. Вот как-то так. Поэтому мы должны это донести им. Донести, чтобы или вы войной, или вы конкретно отходите от наших земель. Все, вот как-то так. Но я чувствую, они, конечно, нам ничего не отдадут. Понимаете? Сори. Так. Хороший гашиш тут. СМС какой-то прилетел. Не знаю, гашиш, не гашиш. У меня нету гашиша. Я не курю вообще ничего. Так. Идем дальше. Так. Ну вот это я говорил в тот раз или нет? Не помню. Нет, это свежие. Давайте вот послушаем вот эту тему, потом я прочитаю. Сейчас загрузится видео. Насчет скотов. Как раз что они говорили. Вот это вот видео мне напоминает что-то. Посмотри, и ты поймешь, о чем я тебе говорю. Американская армия победила индейцев не в бою, а через уничтожение бизонов. Генерал Шеридан открыто заявил: убейте всех бизонов, и вы уничтожите индейцев. За 20 лет истребили 60 миллионов животных. Охотники получали премии за каждую шкуру. Бизонов расстреливали из поездов ради развлечения. Туши гнили в прериях. Для равнинных племен бизон был всем.
Еда, одежда, жилье, топливо. Без них началось массовое вымирание. Дети умирали от голода прямо в типи. Целые племена вымерзали зимой без шкур для одежды. Правительство знало, что делает. Это был осознанный геноцид через экологическую катастрофу. Армия сжигала запасы пемикана, уничтожала индейские сады и поля кукурузы. Племена шаенов и сиу сдавались не после сражений, а когда дети начинали пухнуть от голода. Резервации превратились в лагеря смерти, где выдавали гнилую муку и протухшее мясо. Геноцид совершили не пулями, а пустыми желудками. Biz buni o'tganimiz bor, bilasiz mana degan boshqirdlar тоже были геноцидные, черкесы, все голодомором, Украина тоже, все были голодоморские, так сказать, моменты у нас. Мы постоянно вам об этом говорим. Ну, о чем он, да? В селе Казиха сейчас обычные фермеры пытаются защитить свое последнее. Для кого-то корова просто животное, но для деревни это доход семьи, еда на столе, годы труда. Когда у фермера забирают скот, у него забирают будущее. Поделись с другом, не забудь подписаться. У меня лично мои земляки узбеки, у меня на районе занимаются мясом халялем. Вот у них как сейчас обстоят дела, даже я не знаю, давно, как говорится, они мне не пишут, я тоже. Вот такая ситуация, прикиньте. Поэтому это в Сибири. Ну, это пример привел он как бы с Америкой. И вот прикиньте, это нападение Москвы на узкожопых своих же. Понимаете? И это, опять-таки, вам узкожопым, аульским долбоящерам, которые живут там в Сибирде, вы поймите одну вещь, что вы не нужны Москве. Поэтому ваша задача примкнуть к нам, которые быкуют там, сидят там, мне пишут с Челябинска, с Екатеринбурга, это типа не наши земли или что-то в этом роде, начинают мне бурагозить эту дичь в комментариях. Я вам одно скажу, Сибирь тоже будет нашей. Имейте в виду, Сибирь, все эти места, Тюмень, Пумень, все мы поделим с казахами вместе. Вы не бойтесь, как говорится, там жить с нами. Вы бойтесь Москвы. Понимаете? Поэтому, исходя от этого, все под колпаком нас будет здесь. В дальнейшем. Россия развалится, не развалится, нам не колышет. Как говорится, мы сами будем его разваливать, если нужно будет. Но для этого нам нужно оружие, люди, финансы, пока поют романы. Исходя от этого, если есть богатые, как говорится, башкортлар, татарлар, присоединяйтесь к моему движению. В данный момент скажу уж моему, почему нашему не могу сказать. С Габасовым мы не идем на одной волне. Айсин тоже там летает со своими айзерами, с турками. Кашапов также, недавно только, да, как я вам говорил, месяц-два назад осознал, что турки не могут что-то помочь им. Кашапову 60-70 яш, бабай тупорылый, ему только доходит то, что этому, что Эрдоган не может помочь. Да, Эрдоган пусть свои памперсы почистить умеет, башта, сам себе пусть поможет. Он сам себе пусть поможет, он там сейчас его в очко сделают, как говорится, Израиль. Он пусть сам себе поможет. Понимаете? Поэтому, когда вы говорите про Туран, Муран, Шуран, Буран, одним словом, сыгылып калдыгыз. Тураныңыз белән, башкасы белән дә башка нәрсәләргә белән. Потому что пока вы, башкортлар һәм татарлар, не разберетесь своим внутренним вот этим манкурским состоянием людей, вы вообще даже не мечтайте о других людях помощи. Нет помощи от других. Мы сами себе должны помогать. Мы только сами себе должны помогать. Это значит, башкорт белән татарны җирләрен, Мәскәүне куып чыгарып, үзебезнең җирләрне алып калырга. Тартып алырга үзебезнең җирләрне, аларның кулыннан. Шул гына безгә кирәк. Безгә әллә нинди бер нәрсәкәй, әллә нинди ышкырата торган эш кирәкме безгә? Без просто, как говорится, забираем свое. То, что нам принадлежит. И принадлежало. Понимаете? И если мы, два же фиг с ним, давайте сравнение такое дадим. В прошлом, во время Салават Юлаева, были письма, доносы,
скакали километрами, говорили, вот там будет восстание, давай подходи, разберемся с Москвой. Вот так они движуху делали с чеченцами, с казахами, наверное, тоже, башкиртлар, татарлар, и шли на Москву. Движуха была ихняя, внутренняя. И вот в этот момент, сейчас, в 21 веке, у нас есть все. Все, аппарат, снайпер, бүтін бар. Не надо бежать куда-то на лошадях, самолет бар. И мы не можем. Почему-то они во время лошадей могли, наши предки, а мы не можем при, Мерседес, Бэха, при таких оборудованиях в руках. Лазер бар даже. Мы ничего не можем. Дрон бар хазыр уже. Шахетлар Татарстанда бар. Бүтін бар. Алда, сыгып ташла Мәскәүне. 5 минутта бетә ул. Если уж на то пошло. 1000 километров из Казани, 1500 из Уфы до Казани. М7, М5 утырдың да шоптың. И все. В чем проблема? Почему вы не хотите со мной идти? Потом мне одни пишут, а ты сам пойдешь? Нет? Ты же за границей. Вот я и пойду. Я вас и поведу туда. Нахуй мне вот это место, скажите мне. Мне уже надоело с одного лагеря на другие бегать туда-сюда. Мен балашаға, что ли? Мен туйдым уже бұл дүние. Мына бұл хреномантиядан туйдым бұларына, клануларынан. Бұл дәулетлер бізге бір қоша игілік бермейшек. Бұл дәулетлерді біз временно. Өзімізді дәулетке қайтарға керек. А өзімізді дәулет захвачен врагами. А вы способствуете, пособники этих врагов, идете уничтожать хохлов. Понимаете, как получается? Хохлы-то там при чем? Нам самим надо разобраться, свое говно вышкребать надо из сараев. А вы не можете понять этого. Почему? Потому что вы верите Москве. Вы не верите нам. Вы не верите тем, которые балаболят с Европы. И мне пишет одна Ольга в тот день. Что, Англия платит, да, тебе, говорит? Даже она не знает, где я сижу, говорит, ну что, много англичане тебе платят? И, еще раз повторяюсь, в тот раз тоже я сказал, мне никто не платит. Еще раз говорю, если бы платили бы, наверное, у меня были бы как-то условия получше, что ли, съемная хата, в конце концов, ноутбук. У меня было бы, вот просто вещи, я вам говорю, не велосипед трехколесный, так сказать, Было бы у меня, наверное, условие, если бы, как Навальному, мне платили бы. Вот Навальному платили, поэтому его чпокнули в тюрьме, потому что далеко ушел, хапнул, так сказать, за границей бабла, и там внутри хотел сделать какое-то восстание, как Ленин. Но ни хера не получилось. Поэтому, исходя от этого, чтобы оно получилось уже конкретно, и тебя не засунули в обезьянник, нужно иметь там тоже кого-то, в Башкортостане, Татарстане, которые присоединятся в наш путь. А такие есть. Такие есть. Мне пишут, даже когда эфир будет, вы, брат, выйди на эфир туда-сюда, вот это я им верю. Вот эти люди, которые пишут мне, поддерживают меня. Вот эти люди хотят независимости. Почему? Потому что они внутри живут, они не хотят там жить. А вы, те, которые залетные, туристы, у нас на рынке называли их, туристы вот эти, туристы, которые залетные сидят, вот так зайдут на мой эфир, что-нибудь 5 минут послушают и выйдут, не поймут даже суть логики вот этого моих эфиров. Хотя бы даже таким вот я пытаюсь сказать. Вот вы, да ведь, тоже если из Башкортостана или там из Татарстана, или как-то хотите там что-то там изменить, ваша задача просто хотя бы сделать репост. Сделайте репост моего канала, там туда-сюда. Вот сейчас в данный момент 2 человека всего лишь лайкают, сидят, Рахмат Инде. Вот 2 человека только в Ютубе сидят, представляете? Уже 1:20 веду, 1:25 эфир веду. А 2 человека только. Почему? Потому что YouTube не работает. А в ТикТоке 15. Почему? Потому что в ТикТок сидят казахи. Там точно, уверен, казахи сидят только здесь. А тут башкорт татарлар утра юқалар бірсіде қазір. Потому что у вас все айлюки, тамам. Интернета нету. Сори.
Из-за этого, я считаю, нам вернуть надо земли. Я в тот день пару эфиры меня расстроили. Пару, так сказать, лозунгов, да, так сказать, кинул насчет Башкортостана и Татарстана. Вот этого ужаса с коровами, животными, иншаллах, если мы зайдем, такого не будет. Вот еще раз вам прям на эфире повторюсь, такого не будет. Почему? Потому что я сам из аула. Я хочу именно, чтобы народ вернулся в аул. Мы вернемся в аул. Наша задача вернуться в аул, понимаете? Аулда, понимаете, süt, qatiq, qo'shab usgan kishigina kuchli bo'lashaq. It oshiymiz. Понимаете? Mol tuvar tutamiz. Urdak, qo'z, mol, sir, ovsa, butunlay bir bo'lashaq. O'zimizda ot tutamiz, конце концов. Shova turgan, ishli turgan ot tutamiz, suya turgan, qazi qilamiz. Вот этим мы будем заниматься делами. Хозяйствоga qaytarga kerak. Надо chopib yurganda блогером работать, блин. Я не блогер, мне это нахрен не надо, это блогерство, ничего не надо. Я хочу жить нормально. Я хочу, представьте, моя мечта была достроить этот чертовый свой дом, никак не могу достроить, представьте, да? Достроить дом, хотел взять хозяйство и тихо жить в Башкортостанда. Күтні қысып, шунда Москва бойында шапмастан, шунда яшарга деп мен ойлағанмын бір вақытлар. Но насип түгел. Қайтып болмай. Башқұртстанға қайта алмаймын. Шулай яшисім келгені менің. Мал, туар тұтып, нәрсеке. И самое интересное, знаете, уток я не хочу. Утки много жрут. Прикиньте, и даже до этой мелочи я себе представлял, что я буду держать. Буду держать гусей. Гуси траву жрут, зерно не жрут, экономичные. Зато бах, суясың дегені 3-4 кило ит шыға. Понимаете? Поэтому, туғанлар, бізге сиыр асырарға керек, мал туар, мына шулай бірлер білен бізге шүғыланарға керек, Башқұртстан мен Татарстанны агрономиясын көтеруге керек бізге. Біз аграрный дәулетлер біз. Ғұмыр бойы нәнәм меңе айтты, итні Мәскеуге барып алдық дейді. Кімлердер енді? Біздікілер бармаған енді, біз ауыл малайлары бейді, ауыл халқы бейді. Шәһәрдәгеләр Мәскәүгә барып ит алганнар. Чөнки безнең Башкортстан белән Татарстанның итен алып киткәннәр Мәскәүгә сатканнар магазинда урысларга. Башкортстан белән Татарстан ач утырган, бармак суырган итсез. Понимаете, как было? Как нас гнобили. А вы не можете понять. Мстить надо этим москвичам. Вы говорите, что ой, мы простили, мы такие добрые татары, башкортлар. Аж этот, противно вот это слышать порой иногда. От всего этого, что происходит. Вот, обычный день хасавюрти, вот это тоже меня убило. Ну, тоже, короче, откуда там Дед Магомед или что-то такой сайт, короче, Рахмат за лайки. Вот, упаковывает, давайте, в рублю 24 секунды. Вот, видели, наверное? Просто упаковали в армейку. Вот как может в таком Дагестане жить, хасавюрти? Окырып 2 малайны тыгалар, или одного. Видели, да? Манкурты. Внутри сидит в ментовской одежде. Эти тоже ментовские, но там сидят какой-то... ДПСники сидят там. Салам алейкум. Там ДПСники сидят, получается, и упаковывают, понимаешь? Понимаете? Сосед пришел. Прочитаем текст. Благодаря такому отношению представители режима, которые передаются сверху из Кремля, пронизывая все этажи власти, вплоть до Меликова и какого-нибудь опущенного сотрудника ДПС, правоохранительные органы в оккупированном Дагестане и во всей России воспринимаются не иначе, как ходячие проблемы, которые лучше сторониться. Отсюда и имена, которые даются им: мусора, фараоны, оборотни в погонах. ФСБ очень умело использует своих подчиненных в лице Межиева и Абдуллаева для легализации своих репрессивных мер по отношению к мусульманам. Поэтому важно помнить, откуда растут ноги происходящего. Корень проблемы власть России над территорией Кавказа. Красиво написано. Сюгенмеше, туда-сюда.
конкретно, внятно вам донесли. Поэтому, туганлар, бізге нужно понимать одно, что Дагестан многонациональная республика, многонациональная. Поэтому это нужно доносить каждому национальности. Не только там, допустим, меня кто-то, может, аварцы смотрит, да, вот у меня друг аварец, там другой, тут вот познакомились, даргинец есть и так далее. Но там, как я понял, 36 наций, поэтому 36 наций должны очнуться одновременно. В Чечне и Ингушетии и так далее то же самое. Черкесы то же самое. Везде кумыки. Вот все, вот это все должно, как говорится, конкретно понять, что мы идем все против Москвы. Только таким образом, а не так, что вот ваших детей, там явно пацанам, там, может, 25 лет от силы, упаковали. Может, даже 20 лет. Просто упаковали, заберут, сейчас выдолбят все, что можно выдолбить, потом упакуют, скажут, все, ты военный. И все, отправят на войну. И все, они там сдохнут. И сколько вы можете терпеть это? Для чего вы рожали вообще этих детей? А? Башкор татарга да это относится. Зачем вы рожали? Идете за режим шайтанов. Это Межитовы, Пежитовы, это ихние псевдомулла, как наши вот эти всякие Насруддины, или как там ушлепки эти бородатые аксакалы наши. Как этот черт, Камиль Хазрат, или как там этот идиот, как его звали? Татарский, казанский хайван один тоже. Ну, вот все вот эти. Понимаете, муллалар, все шайтаны сейчас в России. Все, как все говорят, ФСБшники и так далее. Все при погонах. Поэтому как бы у нас истинные муллы или сдохли, или они сбежали из России. Вот слушайте только тех, которые реально говорят, как нужно действовать твоему народу. И, конечно же, не надо впадаться в секты. Секты не наш конек. Потому что у нас есть Ахли Сунна, мы идем по Ахли Сунне и все. Мы не идем налево-направо. Мы не шииты чертовые, мы никто. Мы, как говорится, сунниты и ханафитский масхаб. Вот как-то вот так мы должны интерпретировать свои действия. Туды-сюды, понятно, там в Кавказе масхаб, там маликинский, ну, разницы нету. Недалеко от нас, как говорится, ушли. Главное, не шииты же, как говорится, как эти айзера, как эти чертовы иранцы и так далее. Итак, вот здесь тоже новость сообщу, если кому что надо. Нижний Новгород становится на одну удобную пересадку ближе к Лиссабону и Порту. Для тех, кто привык добираться в Россию через сербский хаб, Air Serbia подготовил настоящий подарок. С 19 мая 2026 года, открывается прямое авиасообщение между Белградом и Нижним Новгородом. Когда летим? С 19 мая по вторникам и пятницам. Время в пути всего 3 часа 50 минут. Цена билета от 224 евро в одну сторону и 195 обратно. Борт Аэробус А319, номер рейса GU-186. Вот, вам дорога для тех молодых пацанов, которые могут принудительно уйти в армию и там забрать, упаковать, для всех вас. Приезжайте, прилетайте вот через Сербию, потом заходите через нее в Хорватию, напролом через границу, и вы будете спасены. Другого варианта у вас нету, потому что в данный момент в Арабские Эмираты ехать в лицемерную страну тоже невыгодно. В любое время могут вас оттуда сдать, отправить домой. А здесь, иншаллах, пока никого не отправляют. Ну, в Германии, сказали, начали отправлять, упаковывать там чеченцев, еще кого-то там. Но там есть нюансы, кого отправляют. Отправляют тех, которые уже живут давно. До войны, там, которые годами живут, вот их отправляют. А те, которые пришли во время войны с 22 года, они живут. Так что вы не беспокойтесь, когда говорят отправляют, вы уточняйте, кого отправляют. Поэтому как бы здесь ничего такого опасного нету. 28 стран Европы для вас. Но не советую. Это Эстония, Литва, Латвия, Польша, Словения, Венгрия, Румыния. Вот эти чмошные страны не советую. Это самые отстойные страны, которые были СССРом. Это те маразматические страны, в которых лучше не жить. Не рискуйте там жить.
это продажные шкуры. В любое время он как Орбан плакаться будет, он выдаст вас. Всякие мадьяры, уроды. Поэтому, исходя от этого, те страны не советую, приезжайте в богатые, правильные страны Запада. Западные страны только можете приезжать. Там. В конце концов, Франция, Испания, Португалия, вот сюда. Я сейчас вообще думаю тоже об Испании. Вот, иншаллах, я, наверное, буду все-таки... Я осознал, что много косяков я сделал, ну, потому что у меня и денег нету, выхода нету, я поэтому здесь. Я хочу вернуться в Испанию, иншаллах. Буду, хоть бичевать буду, но в Испании буду жить. Зато лучше свободным быть, чем принужденным вот здесь на 4 стенах, как идиот. Нафиг мне это надо. Поэтому вот сейчас жду всего этого процесса, потом свалю я отсюда нахрен. Надоело все уже. Лучше поживу я во Франции, там, Испания. Это самые хорошие. Крайняк, может, Италию поеду, если захочу. Вот так лучше постранствую, короче, чем вот здесь, у этих гоблинов жить, ублюдков. 8 марта 1805 году российская армия зверски сожгла 80 черкесских селений в Кабарде. Вот видите, история Кавказа, она неискончаемая, не заканчивается. Также, сами понимаете, у нас тоже в Башкортостане зажигали все подряд. Поэтому поймите одну вещь. И русские, и американцы, и яхуды, эти чертовы яхуды, все это одно говно. Все это говно, это одно. Поэтому нам нужно определиться своими силами. Мы кто? Мы маразматические трусы? Или все-таки мы сможем отстоять свои земли и сможем победить это зло, мировое зло? Всяких Эпштейнов, Мэпштейнов, пожизненно, так сказать, уже можно их называть, и Трампа, и Нетаньяху, это все из этой группировки, так сказать, и Путин такой же маньяк. Да все маньячелы, прикиньте, правят миром маньяки. Поэтому вот этот маньячелский режим мы должны уничтожить, хотя бы на своих землях. Там до Трампа мы не доберемся. Трампа, может, иранцы грохнут, как говорится, полупокеры шииты. Пусть они сами между собой разбираются. А вот мы должны грохнуть Путина. По-другому никак. Ну вот здесь. Израильский раввин Давид Мейер. Убит главный раввин Израиля Мейра Бера. Все радостные. Тот самый человек, ну вот эта вот обезьяна, бородатая обезьяна, поп, толоконный лоб. Тот самый человек, который хотел стереть Газу с лица земли, прошлой ночью Иран убил главного раввина Израиля ашкеназского происхождения Мейра Бера. Раввин Калан Мейер Бер, родившийся 24 декабря 1957 года, является главным раввином Израиля ашкеназского происхождения и председателем Совета главного раввина. Ранее он, и помимо прочего, занимал должность раввина в Нетании и преподавателя в Ейшеве Керем Бавне. Ой, исемляры нәрсе, противные названия даже. Ну вот, как-то так. Идем дальше. Аргентинец выступил против сионистского политика. Вот здесь тоже интересно. Аргентинец дает в нос, головой дал в нос сионисту. Разбор в Аргентине. По состоянию на начало 26 года отношения между Аргентиной и Израилем, которые заметно укрепились после прихода к власти президента Хавьер Милей, столкнулись с первым серьезным дипломатическим напряжением. Ранее Милей заявлял о планах перенести аргентинское посольство из Тель-Авив в Иерусалим и расширить сотрудничество в сфере безопасности. По сообщениям СМИ, обсуждение осложнилось. После споров вокруг нефтяного проекта израильские компании в районе Фолклендские острова, в Аргентине их называют Мальвинские острова, на которые Буэнос-Айрес также претендует. В аргентинском сообществе также возникла дискуссия на фоне
лесных пожаров в регионе Патагония. В социальных сетях распространялись утверждения о возможности причастности израильтян к возникновению пожаров, однако подобные заявления распространяются в основном в соцсетях и теориях заговора и не имеют подтверждения в надежных источниках. Но вот это самое удивительное насчет пожаров. И если там работали сионисты, значит и пожары, может, они и делали. Я как бы могу даже уверенно сказать, что их не рук дело. Если они хотят там отжать ситуацию, территорию или что-то в этом роде, навредить кому-то и что-то сделать туда-сюда, это сионистские работы, это нормальная тема. Они так и делают, как говорится, везде пускают своих ублюдков, которые будут сжигать и так далее делать. Поэтому здесь спора нету, что сионист получил по носу от аргентинцев, это нормальная тема. Кстати, Аргентина тоже против того, что Палестина вот в таком состоянии. Они тоже, бразильцы тоже вроде против, ну, они тоже все против, я так думаю. Потому что я где-то читал, слышал, где-то что-то в этом роде было. Так, что еще? Ну все, здесь я лучше в другом эфире я вам это проводил, читал. Так, что тут еще? Да, здесь я уже читал. Сори. Помог. Да, здесь уже я вам читал. Здесь я вам читал. Так, почти уже время 12. Так. Кстати, вот сейчас, секунду. 9 человек здесь. Так, у меня 12. Сейчас я зайду-ка в другой.